Ну, фестиваль это всегда праздник, по определению. Поскольку происходит от латинского слова фестивус праздничный. Другое дело, что эти праздники иногда бывают сомнительные. Фестивалей мы знаем в России много, порой их кажется даже слишком много. Дело в том, что целый ряд фестивалей, что уж греха таить, проводится как-то без божества, без вдохновения, без концепции, без смысла. Просто по принципу «ты меня пригласил, я тебя пригласил». Ну вот на то мы пришли, и все по большому счету ни какой-то творческой составляющей серьезно в этом часто нет, ни идейной составляющей. Ну, в общем, и по большому счету, поскольку нет никакого отбора и нет предварительного, нет экспертного совета на фестивале, то так набор случайных спектаклей, зачастую, в общем, возвращающих саму идею того, что фестиваль это действительно праздник театра. И очень все-таки, ну, я сейчас сказал о негативных моментах, конечно, в себе не без урода, и при том обилии фестивалей, которые у нас есть, много, конечно, не самых замечательных, но вот то, что сейчас происходит в Буинске, та замечательная история, которая называется «Первый всероссийский фестиваль театров народа Поволжья и Урала», и Делбуа Урал пространство диалога, это, по-моему, как раз таки обратное. Это тот самый редкий случай, точнее, не очень редкий, но тем не менее тот радостный случай, когда этот, во-первых, фестиваль действительно осмыслен, когда спектакли отобраны, когда у фестиваля есть и очень четкая концепция, и концепция, связанная с пространством, и концепция, связанная со встречей культур, с диалогом культур. Сегодня для нашей страны многонациональной является одним из важнейших направлений, потому что мы все знаем, как сегодня с межнациональными отношениями все далеко не блестяще состоит, и мы должны, обязаны, поскольку мы живем, родились на этой земле, я имею в виду Российскую Федерацию с ее национальным народом, должны уметь договариваться. Именно культура, что с греха таить, это такой банальная вещь сейчас говорю, но это действительно так. Именно культура может соединить народы, соединить людей, которые не всегда могут, которых политики и наша жизнь нынешняя непростая, часто разделяет. Именно культура соединяет, культура сплачивает. Культура позволяет тебе услышать другого и понять, что другой, он по-своему другой, но вместе с тем он такой же, как ты человек. Еще раз повторяю, это все вещи довольно банальные, но вот здесь, на этом прекрасном фестивале, как-то вот особенно, кажется, важный, понимаешь вот правильность и точность и важность этих вещей. И, конечно, ну, вообще, надо говорить о роли личности в истории, о роли личности в истории российского театра и в современной его истории. И это уникальная ситуация, когда в совсем маленьком городе, город с средним 20 тысяч человек, совсем молодой театр, который, правда, имеет столетнюю историю, как мы знаем, но тем не менее, в нынешней своей реинкарнации, родившись всего 10 лет назад, вот отважились на вот такой вот серьезную, большую и по времени, и по количеству регионов, по количеству театров, с детской программой, с привлечением всех театров из ближайших субъектов федерации, даже чуть более отдаленно лежащих. Ну вот я перелистываю, мы сейчас только в начале, но уже понятно, что уровень этого фестиваля достаточно высокий, потому что уже то, что показали нам позавчера Театр Республики Коми, замечательный так Бузином Мезе, тот очень любопытный словацкий спектакль «Шукшин», который мы видели вчера, тот довольно интересный, по крайней мере, с точки зрения мастерства профессионалов-кукольников, кукольный спектакль Республики Мариэл «Золотой ключик», который мы смотрели вчера, уже говорят о том, что уровень, безусловно, высок, потому что, а дальше впереди, тем более, что у нас и театр Камала, и театр Гафури, и Ульяновский театр, и Димитроградский театр, и много национальных театров, Марийский, Удмуртский, то есть и гости наши из Караганды. То есть, ну, как-то, в общем, вот, знаете, такой прям мощнейший, мощный, очень мощный набор. И я понимаю, что только энергия двух этих людей прекрасных, ну, с одной, в первую очередь, конечно, Раиля Эльдаровича Садриева, такого локомотива всего того, что происходит здесь по части театральной жизни в Буинске, я так понимаю, в окрестностях. И, конечно, Нияса Рауфовича Игламова, замечательного моего коллеги, друга, такого человека, который очень много делает для
национальных театров вообще, и для татарского театра в частности, и который собирал во многом, я был куратором этой программы, программным директором фестиваля, собирал эти спектакли. И вот эта вот роль личности в истории двух талантливых, неравнодушных, очень театральных людей, она вот дает нам в результате, показывает, дает возможность того, что казалось бы невозможно. Ну как можно в городе, совсем маленьком городе, где отсутствует какая-то театральная инфраструктура, по большому счету, да, у Садриева есть планы, он, я думаю, что осуществить все, что он задумал, по постепенного превращения Буинска в такую театральную Мекку, может быть, Татарстана, а может быть, не только Татарстана в последующем. И это, я думаю, что это в данном случае не прекраснодушные мечтания, это не Остап Бендеровская эта история, связанная с Васюками. Я понимаю, что этот человек говорит и делает. Вот. И вот этот первый блин, что называется, отнюдь не комом. Еще раз повторяю, что очень представительные по части коллективов, по части разнообразия палитры фестивальной, с точки зрения жанров и названий, и авторов. Очень, мне кажется, интересное и серьезное у нас так называемое жюри. В общем, люди, которые обсуждали спектакли, и мне кажется, что вот обсуждение проходит довольно любопытно. Так что вот такой настоящий фестиваль, что повторяю, кто мог представить себе, что вот в этом городе, где, по сути дела, пока еще нет толком инфраструктуры театральной, она еще вкладывается туда, в городе, в котором, в общем, театральный зритель, конечно, да, он же есть, но, видимо, он еще только взращивается, по большому счету, он вот часто, я так понимаю, театральный зритель формируется сегодня. Потому что это не быстрый процесс, невозможно за 1 год, за 2 года сформировать театрального зрителя там, где его раньше не было. Ну вот, так я опять же понимаю, наверное, не раскрою большого секрета, что без каких-то особых громадных вливаний, и более того, так, чуть ли не на собственные средства этот фестиваль его худрук проводит. Ну вот, получается, что если энергия, если есть внятное понимание, если есть какой-то концептуальный взгляд, понимание того, для чего, зачем, как, вот все получается, более того, все получается замечательно. Конечно, понятно, что спектакли фестиваля не будут, может быть, там все замечательно, прекрасные, будут, наверное, какие-то и спорные вещи, будет что-то, наверное, что будет вызывать в том числе споры и у нас. Это тоже нормально, понимаете, это же фестиваль, особенно такой вот, который проходит, вот, есть фестивали такие, просто праздник для города, что называется, когда приглашаются, когда не существует никакого экспертного обсуждения, никакой вот этой вот всей работы, просто вот приехали, устроили гражданский праздник и уехали. Здесь все-таки еще, хотя этот момент тоже присутствует в мире, как и вчера, и позавчера, приходили люди, открывали для себя новые театры, новые языки, в прямом переносном смысле. Но здесь все-таки фестиваль еще во многом рабочий, вот тут есть этот момент, связанный с внутренней жизнью, связанный с профессиональным разбором. Понятно, что, может быть, это не выставка шедевров театрального искусства, какие-то будут, еще раз повторяю, мне кажется, какие-то будут спектакли, наверное, спорные, что-то, может быть, будет нравиться больше, что-то меньше, но это и нормально. Вот мы, собственно, и собираемся для того, чтобы понять, как сегодня жить театр, в какую сторону ему двигаться. То есть каких-то ответов на этот вопрос окончательно дать не можно, но вот в этом вот обсуждении, в этих разговорах, вот в этой палитре огромной, в панораме для меня особенно интересно, потому что вот я вижу много театров, которые я никогда прежде не видел. А это, знаете, тоже такое в России, это я недавно такой, это действительно так я задумался об этом, даже написал, что в России критик, к счастью или к сожалению, вот жизни критика не хватит, чтобы увидеть все те 600 с лишним театров, а на самом деле даже никто не знает, сколько их, потому что они все время все новые и новые возникают, муниципальные, городские, я уже не говорю про любительские и студенческие. Вот, поэтому жизни не хватит, чтобы хотя бы раз побывать в каждом из этих театров. Но тут вот есть возможность увидеть много интересных коллективов, что-то про которые какие-то я слышал, про какие-то нет, но вот и уже вышеупомянутый Карагандинский театр, и Нижнекамский театр, в котором я никогда не был. Вот, и вчерашний Салаватский театр для меня стал приятным открытием, с очень серьезной труппой, с очень такой высокой постановочной культурой и с очевидным умением поймать суть автора, поймать, быть верным не букве, хотя буквы тоже были верны, но духу его. Вот этот Шукшин, мне кажется, Василий Макарович вчера присутствовал на сцене Буинского театра, как бы с его
радостями, страданиями, с его болью, такой и с иронией и болью за нашего русского, башкирского, в общем, за нашего постсоветского, и советского и постсоветского человека. Так что пока уже, ну и потом, что уж греха таить, надо обязательно сказать про это важная вещь, с этим здесь довольно много времени проводим, я имею в виду жюри, и критики, и эксперты. Вот. Мы довольно много времени, тут все организовано еще по части нашего пребывания, все совершенно изумительно и замечательно. Это тоже очень важный момент, потому что когда это как-то все некомфортно и мы работаем, за счет того, что мы здесь работаем, проводим довольно большое количество времени, нужно как-то, чтобы была возможность отдохнуть и подумать, собраться с мыслями. По этой части организаторы тоже все сделали совершенно блестяще.